В посольстве Российской Федерации под звуки военного оркестра и песни военных лет чествовали участников Великой Отечественной войны. Приветствуя ветеранов и высокопоставленных гостей, посол России в Абхазии Алексей Двинянин отметил, что День Победы и 9 мая – это праздник, объединяющий многие народы. Благодаря подвигу советских солдат, их бесстрашию и героизму в борьбе с фашизмом сегодняшнее поколение живет мирной жизнью. Каждый год в эти майские дни мы отмечаем самую великую дату в истории Российской Федерации – День Победы, день великого подвига наших отцов, дедов и прадедов. День скорби по тем, кто не вернулся с полей сражений, кто не выбрался из безумного горнила той ужасной войны. Год от года мы с большим волнением и трепетом чествуем легендарное поколение победителей. И наш общий долг – заботиться и оберегать солдат и тружеников тыла тех грозных времен. Хочу еще раз поздравить наших дорогих ветеранов с этим великим праздником, пожелать вам всего самого доброго, здоровья и долголетия. Поздравляя ветеранов с праздником Победы, президент Рауль Хаджимба отметил, что представители абхазского народа также были среди тех, кто сражался за общую страну и отстоял родину в борьбе с фашизмом. Их подвиг и их имена навеки вписаны в историю Великой Победы, подчеркнул глава государства. Война принесла горе всем народам, не только Советского Союза, но и многим другим государствам. Сегодня, как это ни трудно, но приходится констатировать, в войнах того периода становится с каждым годом все меньше и меньше. Но оставшееся количество наших ветеранов войны должно чувствовать заботу нашего государства, заботу всех тех, кто не безразличен к этим людям. Успехов вам, всем, кто здесь присутствует, а нашим ветеранам долгих лет жизни. В Великой Отечественной войне участвовало более 55 тысяч сынов и дочерей Абхазии. 17,5 тысяч из них не вернулись к родным очагам. Они погибли на полях сражений, отстаивая свободу не только родной земли, но и всего человечества. Ветераны поблагодарили за теплый прием и поздравили всех со знаменательной датой – 74-й годовщиной со дня Великой Победы. Они также делились воспоминаниями о том, где встретили победу в далеком мае 1945-го. Проезжая степи сибирские нашим эшелоном, нам люди что-то бросали в вагон, полевые цветы. Руки жали, что-то кричали, но мы не понимали, в чем дело. Вышли из вагона, и нас люди прямо обнимают, целуют, поздравляют. Потом мы только узнали, что День Победы. Мне уже 97 лет. Жизнь прожита большая. Много видно было и радости, и невзгод. Но самой большой радостью это был День Победы. Ветерану Великой Отечественной войны Марии Глускер на момент начала войны было 18 лет. Юная девушка, не раздумывая, ушла на фронт, была медсестрой, а также состояла в партизанском отряде. События той страшной войны Мария Захаровна не любит вспоминать. Поздравление большое с праздником, особенно ветеранам, чтобы их дома было светло, тепло, уютно, и чтобы было чистое небо во всем мире. Указом президента России Владимира Путина за заслуги в многостороннем развитии сотрудничества Абхазии и России орденом Александра Невского награжден министр обороны Абхазии генерал армии Мираб Кишмария. В рамках торжественного приема посол России в Абхазии Алексей Двинянин вручил Мирабу Кишмария высокую награду. Аля Катрапш, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение.